И вновь здравствуйте, дорогие наши друзья. Кадерле Дустар, Хайрли Ирта. Сегодня 4, какое 4? Пока 3 июля 2025 года. Но 4-й день недели, четверг. И на своем месте очередной выпуск «Аспектов Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Это значит, что есть пока небольшой повод для оптимизма, кое-какие вещи остаются стабильными. Я на своем месте, и вы тоже, я надеюсь, на своем, как говорится, месте. Но неважно при этом, где вы находитесь. Главное, что обращаете свое внимание на эфир и комментируете его в прямом эфире или потом в записи. Первые ваши сообщения пошли. Теодор пишет СМС из Дуслар. И за это мы ему благодарны. Прекрасно. Давайте обсудим повестку. Что тут скажешь? Из простого житейского в Башкортостане сложные погодные условия, не самые летние, надо сказать. Люди жалуются на ливневые дожди. В Уфе, например, вчера очень серьезный дождь прошел по вечеру. И прям затопило проезжие части, как это у нас принято. Вот. Как, кстати, дела к утру, сообщите. Более или менее погода наладилась. У нас здесь за окном вчера была другая крайность, до 37 градусов жары. Температура поднималась и даже вечером в 22 часа превышала еще 30 градусов. Вот. И ночь была в этом смысле жаркой. Однако к утру, к счастью, стало чуть легче, всего 21. Надеемся, сегодня будет день попроще. Вот. Но это лето, это июль, макушка лета, как у нас говорят. Поэтому чего тут удивляться. Яна Башкорт пишет: в дороге, как всегда. И всегда на связи. Это же очень круто. Это замечательно. Если я правильно понимаю, вы занимаетесь пассажирскими перевозками, да ведь? По-моему, вы как-то писали, что вместе с пассажирами слушали нашу программу. Если это так, то это очень интересно. Продолжаете ли вы это делать? Или вы слушаете все-таки индивидуально? Вот. И что люди говорят, кстати говоря, когда слышат большой привет, горячий и теплый, родным башкортостанцам, если это сейчас происходит, например. Вот. Или произойдет потом. Так. При этом Теодор пишет: за просмотр и прослушивание канала «Аспекты Башкортостан» преследуется по уголовной статье. Нет, это неправда, это наглая ложь, я вам скажу. За просмотр даже всякого рода экстремистов и террористов пока еще никто никого преследовать не может. До этого еще не дошли. Это следующая стадия развития репрессивного механизма. Вот. Ну а если говорить про нас, то тут вообще никаких в этом смысле вопросов нет. Мы, ну, скажем так, цивилизованные люди. Вот. Ну, посыл понятен. Действительно, государство на сегодняшний день, оно примерно к этому идет, оно к этому так или иначе стремится. И хотело бы действительно уже привлекать к ответственности даже за прослушивание или просмотр неугодных вещей. Как мы помним, такие события страна переживала, и она, в общем-то, семимильными шагами к этому движется. А некоторые чиновники, которые иногда в прошлом казались вменяемыми, зачастую говорят такие вещи, что держитесь за головы. Вот вчера, например, Михаил Швыдкой в начале нулевых был министром культуры, и, знаете ли, потом стал довольно-таки медийным, популярным, телеведущим буквально, надо сказать. И, в общем, отличался своей адекватностью. Я его как бы хорошо запомнил по каким-то причинам. На телеканале «Культура», скажем, он вел нормальные программы, опять-таки нормальные, если сравнивать с тем, что сейчас происходит. И тут он говорит: надо официально в стране вводить цензуру. Правда, он это объясняет тем, что профессиональные цензоры, какие были в Советском Союзе, выполняли свою работу куда более качественно, чем сейчас де-факто это делают всякого рода доморощенные эксперты. Ну, он типа того, что назвался груздем, полезая в лукошко, имеет в виду, да, то есть, если уж цензура есть де-факто, давайте делать ее правильно. Может быть, даже в некотором смысле можно его и похвалить за это. Но, а если формально подходить, он
атакует буквально до сих пор еще действующую Конституцию, в которой цензура, я напомню на всякий случай, запрещена прямым текстом. Вот. Слушаю наушники, в наушниках аспекты. Окружающим не нравится русская речь, пишут ведомости. Понимаю. Ну ладно, пусть уж лучше сохраняют родной язык. Так. Яна Башкорт сообщает. По виду человека можно ли включить аспекты? Понимаю. Все понимаю. Ну что ж, очень любопытные наблюдения у нас сегодня с вами с утра. Давайте ознакомимся с новостями в стране и в мире по итогам среды 2 июля. Так. Следователи предъявили обвинение 6 уроженцам Азербайджана, задержанным в Екатеринбурге, в причастности к 2 убийствам. По сообщениям Следкома, изобличающие показания против них дал один из соучастников. Кроме того, суд арестовал еще 2 фигурантов. Задержание, в ходе которого погибли 2 человека, стало причиной резкого обострения отношений между Москвой и Баку. Глава Украинской православной церкви Московской патриархии митрополит Ануфрий лишен украинского гражданства. Причина этого, по версии СБУ, в том, что священнослужитель в 2002 году получил российский паспорт, не уведомив украинские власти. Сам Ануфрий намерен оспорить решение. Ранее он утверждал, что от российского гражданства отказался. Проповедника по фамилии Чаров обвинили в дискредитации армии из-за репоста обращения основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Как выяснила «Медиазона», речь идет о видео, на котором предприниматель накануне попытки мятежа, предпринятой в 2023 году, обвинил Министерство обороны России во лжи. Это первое дело за такую публикацию, о котором стало известно прессе. По меньшей мере 2 человека погибли и 15 получили ранения в результате взрывов в окрестностях Житомира, утверждают местные власти. По предварительным данным, ЧП произошло на складе промышленного предприятия. Причина случившегося не названа. На месте работают спасатели. Движение по соседней трассе частично восстановлено. Бывший бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменчик попросил приостановить передачу аэропорта государству. О жалобе, направленной бизнесменом в арбитражный апелляционный суд, пишет «Коммерсант». Заседание назначено на конец этого месяца. 2 недели назад суд по иску Генпрокуратуры постановил немедленно передать Росимуществу активы стоимостью более 1 триллиона рублей. Закон о всеобщей воинской повинности вступил в действие в Дании. Теперь в лотерее, которая определяет кандидатов для обязательной службы в армии, будут принимать участие и женщины. Предполагается, что вместе с продлением срока службы до 11 месяцев это позволит увеличить число срочников на целую треть. Следующее воплощение Далай-ламы будет искать специальная организация без участия китайских властей. Об этом объявил сам духовный лидер последователей тибетского буддизма накануне своего 90-летия. Руководство КНР претендует на исключительную роль при определении реинкарнации Далай-ламы. Сам он ранее говорил, что следующее воплощение появится за пределами Китая. Вот такие новости у нас в стране и в мире по итогам среды 2 июля. Ну что ж, вот по примеру приговора, значит, в отношении не очень известного нам активиста, действительно можно получить очередное подтверждение того, что репрессивный маховик закручивается все сильнее. Пригожинский мятеж, конечно, это не очень одобряемое властями событие, но, по крайней мере, сами ролики самого Евгения Викторовича причиной уголовного преследования людей еще не становились. Эти ролики были крайне массово распространены по миллионам аккаунтов. Особенно вот эти, где он обвинял во лжи Министерство обороны, собственно, где требовал у Герасимова и Шойгу боеприпасы. Это, в общем-то, мне кажется, не прошло мимо внимания буквально ни одного человека в стране.
И вот проходит 2 года, начинают преследовать по уголовной статье за то, что люди публикуют обращение данного, с позволения сказать, военачальника. Вот, пожалуйста, пример. Не это ли доказательство того, как репрессивная махина усиливает свою работу? Так, когда уже скажут, что Ленин создал Азербайджан и Баку исконно русский город, пишет нам Азат. Ну, знаете ли, по-моему, такие вещи уже звучат. По-моему, звучат. Я вот, слушая, значит, какой-то блог, накануне, по-моему, слышал, что сказали уже, нашлись такие депутаты. Насчет Баку вроде бы еще нет, но вот насчет того, что Азербайджана не существовало никогда до, это, конечно же, вообще, как известно, у нас до большевиков было выжженное поле, ничего не существовало нигде. Была одна большая великая русская империя, от моря до моря, от океана до океана, где ничего больше не было. И вот только Ленин взял карту и все придумал, знаете ли, все это возникло из ниоткуда. Ну, люди, кстати, серьезно в это верят. А знаете почему? Я думаю, вы и сами знаете. Это потому, что так выстроена система образования. Именно так нам преподавали, по большому счету, историю. Как-то неожиданно вся Центральная Азия возникает, я помню, на карте Российской империи. И там пара строчек. Что-то, кто-то кого-то пригласил, значит, пришли русские и просто-напросто присоединили всю эту огромную территорию. Все. Ни о какой войне захватнической речи нет. Ну, про Азербайджан, как его делили столетиями между там, Иранской империей, Османской империей и Российской, тоже, конечно же, умалчивается. В общем, та история, что мы учили, мягко говоря, к реальности мало отношения имеет, и в этом причина заблуждений, вполне себе искренних даже заблуждений многих наших соотечественников. Ведь на карте империи появляется условно Азербайджан когда? После революции, при основании СССР. Значит, что? Значит, действительно, Азербайджан придумал Ленин. Ведь до того там была какая-то губерния, там Бакинская, условно говоря. На территории Грузии была Тифлисская губерния, ну а на территории Башкортостана, как известно, Уфимская. Вот так вот. Да, и нас бы тоже не существовало, конечно же, если бы не Ленин. Итак, и вот хороший комментарий вдогонку ко всему сказанному. Великий геостратег сломал систему, которая существовала 1000 лет. Забыты взаимные геноциды, этнические чистки и спорный Карабах. Азербайджанский лев обнялся с армянским ягненком, оба против Кремля. И тут вместе с ними Турция, она же Османская империя. Да, не без любопытства за этим наблюдаем. И в общем-то, определенный оптимизм, знаете ли, внушают эти вещи. Если великий геостратег способен объединить в борьбе против себя совершенно противоположные стороны, ну, знаете ли, это уметь надо. Поаплодируем, как говорится. Вот. Ну, а мы, соответственно, давайте смотреть далее, что у нас по новостям. По Башкортостану не сказать, чтобы прям, ох, как много, но есть на что обратить внимание. Ну, во-первых, с 1 июля произошло обещанное повышение коммунальных тарифов в Башкортостане. И обращает внимание коммерсант на размер этого повышения. Вот, например, теплоснабжение увеличивается на 16,1%, водоотведение на 14,1%. Водоснабжение подорожало на 13,7%, электроэнергии на 12,6%, вывоз отходов на 11,8%. Максимальный рост совокупной платы за весь набор коммунальных услуг составляет почти 17%. В Центре управления республикой повышение тарифов объясняют мерами для устойчивости систем ресурсоснабжения. Средства направляются на плановый ремонт и замену изношенного оборудования, повышение зарплаты специалистам коммунальной сферы. Дополнительно новые тарифы учитывают реализацию программ, которые направлены на развитие инфраструктуры и внедрение технологий. Ну, так послушаешь, в общем, замечательно.
Все будет прекрасно, если верить нашим чиновникам из Центра управления республики. Как говорится, ждем квитанции. Наверное, они уже приходят в эти дни. Поэтому, опять же, друзья, сообщайте, что вы в них видите. Ну а Ради Хабиров подписал закон, расширяющий получателей единовременной материальной помощи в размере 2 миллиона рублей, которая выплачивается из республиканского бюджета членам семей погибших военнослужащих, а также проходивших службу в Росгвардии и имевших специальные звания полиции. Ну, то есть для тех, кто гибнет на войне. К членам семьи погибшего бойца теперь отнесены и те, кто фактически воспитывал и содержал его в течение не менее 5 лет до совершеннолетия. То есть буквально неделю назад мы говорили о том, что Курултай проголосовал за этот закон, и вот у нас это решение внедрено. Согласно новой редакции закона, в число получателей материальной помощи также включены члены семей погибших бойцов, выполнявших боевые задачи на приграничных с Украиной территориях России. Ну, то есть для тех, кто орудовал, например, в Курской области. Таким образом, похоронные деньги увеличиваются. Про похоронные деньги, знаете ли, мы с вами как-то упоминали на одной конкретной истории конкретных людей, о которой я услышал, как, значит, это превращается в такой бизнес буквально на крови, как сиюминутные жены возникают у мужчин, которые многие годы жили в одиночестве, как эти жены буквально обманом, спаивая своих избранников, отправляют их на войну, и им часто везет, получают они буквально через пару месяцев эти самые гробовые. После чего родственники погибших, если они есть, возбуждаются и начинают искать правды, пытаются отнять деньги у этих женщин. Это только пример, да, конкретный, который на пальцах. Если копнуть глубже, это стало уже, знаете ли, буквально предметом коммерции. Вспомним неких женщин, которые не стесняются в соцсетях публиковать ролики о том, как они обналичивают эти гробовые, покупают квартиры и хвалятся тем, как они удачно эту операцию провернули. Надо сказать, это, в общем-то, возмутительная история. Она задевает внимание и зетников тоже. Их тоже это немножечко расстраивает. Для них-то, в общем, что важно? Чтобы все подряд подписывали контракты и вообще на деньги не рассчитывали, а защищали бы Родину ради идеи. Вот. Но сделать ничего с этим явлением не хотят, да и не могут вроде бы. Или наоборот, не могут, да и не хотят. В общем, явление процветает, и самое главное, вот это самое явление, является основой вот того так называемого спокойствия, которое обуяло весь российский народ. Спокойствие, связанное с тем, что народ не возмущается по поводу бесконечно продолжающейся войны и не возмущается. В этом смысле любители, знаете ли, попивать латте в вечерних кофейнях могут быть спокойны за то, что очередная мобилизация вряд ли в том виде, в каком она была в 2022 году, возможно, в обозримом будущем. То есть вот этим вот молчаливым сторонникам режима, которые, правда, во время мобилизации атакуют Верхний Ларс и прочие пограничные переходы, им, соответственно, сейчас жить можно спокойно, продолжать попивать свой латте, делать вид, что все хорошо, и посмеиваться над теми, кто пытается что-то изменить. Опять-таки, очень показательная характеристика того, как у нас многие соотечественники себя ведут. Многие даже относительно близкие люди так себя ведут. Есть самые хитрые, которые уже по 3-4 мужика отправили, пишет Намазат. И такие есть потрясающие. Знаете ли, можно тогда открывать бизнес буквально большой, имея такие серьезные выплаты. Там сколько? По 14 миллионов, вот эти 2 еще, если добавить. Ладно, предположим, всего 14 человек. Вот уже под 100, да, доходим. Так, у нас проблемы с трансляцией, я вижу. Как у вас дела, друзья? Какие-то интересные лайки почему-то возникают на экране, но трансляция притормаживает. Я попрошу помочь. Так, я попрошу
Лишних потребителей ресурсов компьютера попрошу отключить. Все-таки, если они вдруг есть, мессенджеры и прочее. Вот. Да, Искандер, это не только у тебя так, у всех так, к сожалению. И вот только этого не хватало, хочется добавить сразу. Ладно бы только картинка зависала, но ведь все полностью притормаживает. Это говорит о нехватке ресурсов компьютера прежде всего. Ой, ну ладно. В общем, про выплаты поговорили. Дальше. Очередные выплаты, значит, немножко в обратную сторону. Медиакурсеть отчитывается, что в Уфе уже успели выписать 797 штрафов за неоплату платной парковки. Значит, эти самые парковки возникли буквально 27 июня, то есть вообще недавно. Городские власти, соответственно, уже оглашают первые стат-данные. Значит, на штрафные стоянки за первые 3 дня работы платного парковочного пространства принудительно эвакуировано 134 единицы легкового транспорта. Кроме того, назначено 797 штрафов для тех, кто оставил автомобиль на парковке, но не оплатил услугу. Размер взыскания с каждого автовладельца составляет 1500 рублей. При этом за первые 3 дня около 13 тысяч автомобилистов воспользовались парковками и оплатили стоянку. Ну, то есть процент тех, кто добросовестно к вопросу подошел, выше. Значит, информационный канал транспортного обслуживания населения города Уфы, это что интересно такое, со своей стороны оценил это нововведение. В первые дни работы запуска проекта мы увидели, что свободных мест достаточно. Таким образом, исключили проблему автолюбителей в поисках свободного участка в центральной части города. Это экономия драгоценного времени. Созданная система платного парковочного пространства дает возможность всегда найти место для транспортного средства, добавили в транспортном управлении. Ну, тут не поспоришь. Единственное, вот мне интересно, а как они работают с теми, кто снимает номера? Где информация? Что они их вывезли, хоть кого-то на штрафстоянку? Или как-то иначе они с ними действуют? Или они на них не обращают внимания, когда есть другие относительно добросовестные граждане, которые не оплатили, но номер не сняли? Вот что интересно. Ну ладно, гадать бесполезно. Ждем, как говорится, информации. Наверняка она со временем появится. Так. Так. Значит, следующая информация. Башкирское бездорожье заинтересовало Москву. Что же хотели нам этим сказать авторы из медиакурсети? Оказывается, Александр Бастрыкин, вездесущий, всеобъемлющий, потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением прав многодетных детей и семей с детьми-инвалидами в Туймазинском районе. Опять же, не просто так это происходит. Там есть активные родители, которые ни дня не упускают, чтобы не отправить какое-нибудь обращение в органы или в средства массовой информации. Затянувшийся на десятилетия земельный конфликт в Башкортостане, затрагивающий интересы многодетных детей и родителей детей-инвалидов, достиг кабинета главы следкома Бастрыкина. Он инициировал проверку высшего уровня, потребовав от руководителя регионального управления СКР Архангельского немедленно доложить по свежему уголовному делу о служебной халатности. Это уже 3-я процессуальная попытка вскрыть причины системного бездействия властей Туймазинского района. Вот так вот. Оказывается, еще в 2013 году, когда льготникам выделили наделы в деревне Исмаилово, все это дело началось. И в результате там нет ни дороги, ни инфраструктуры, а семьи вроде как должны иметь возможность построить индивидуальное жилье на выделенных бесплатно государством участках. Однако этого сделать не могут. И это не только они, надо сказать, не могут, но вот они, по крайней мере, пытаются бороться за свои права. Ну, в общем, что скажешь. Удивительно это с одной стороны, с другой стороны, нельзя не похвалить некоторых наших сограждан за упорство. Так, Юля вместе с тем пишет, что
Вчера проезжала центр, и машин в черте синего обозначения было много. Припарковаться места не было. Любопытно. Вот видите, то есть люди все-таки постепенно оккупируют. Ну что ж, тогда поднимут, видимо, цену за парковку. И, соответственно, людей будет меньше в этой зоне. Это так работает, в принципе, и, знаете ли, свою функцию выполняет. Дальше, к важному. Тут не то чтобы новость, но, по крайней мере, публикация важная в пруфах. Называется она «Как Башкирия лишилась части территорий, и причем здесь металлургия». Так называемый челябинский аппендицит. Хороший, кстати, вопрос с точки зрения исторического разбора. Карту Башкортостана, как березовый листок, все помнят. Карту Челябинской области на этом фоне тоже все помнят, и она выглядит куда более несуразно. То есть узкая такая, знаете ли, полоса с юга на север с довольно внушительным отростком, который врезается в территорию Башкортостана. Почему, зачем, как это получилось? Ну, давайте вот почитаем, что пишут на эту тему пруфы и автор Флорид Фарахов. Раньше башкиры заселяли всю территорию Южного Урала. В месте Челябинского выступа жили башкирские рода Танып и Табын. Так, насчет Табына согласен, но Танып разве мог жить в этом выступе? Ну, давайте не будем придираться. Вот моя часть предков все-таки относится к роду Танып, и это совсем в другом месте. Это там, где Танып, собственно, протекает, река, на которой я вырос. Так, но в период 17 и 18 веков, как и на всем Урале, здесь обнаружили огромные залежи ископаемых. Так, раньше всего здесь был заложен Златоустовский железоделательный завод. А чуть позже, в 1758 году, братья Твердышевы закладывают железоделательный завод, а при нем начинают разрастаться 3 поселка, на сегодня известные как Усть-Катав, Катав-Ивановск и Юрюзань. Тогда же начали работать домны Троица-Саткинского, чугуноплавильного и железоделательного завода, основанного уже известным на Урале Сергеем Строгановым. Значит, для работы на заводах в Юрюзань, Усть-Катав и Сатку стали массово переселяться русские крестьяне из других губерний. Важно, что даже до постройки заводов здесь уже жили старообрядцы, но не в таком количестве, утверждает автор. А башкиры, как мы выяснили ранее, добровольно продавали эти земли и переселялись южнее. Добровольно ли? Всегда ли, точнее, добровольно? Мне кажется, это вопрос отдельный, требующий изучения. Также на переселение башкир с этих территорий повлиял тот факт, что после башкирских восстаний царские власти постепенно смещали их аулы подальше от данных заводов. Вот все-таки, да, царские власти. Важно, что во время башкирских восстаний данные промышленные объекты подвергались нападениям в первую очередь. Например, в июне 1774 года отряд Юлая Азналина, отца Салавата Юлаева, разорил и сжег завод в Усть-Катаве. Интересно, что рабочие часто сами переходили на сторону Емельяна Пугачева во время того восстания. К примеру, рабочие Саткинского завода добровольно открыли восставшим пугачевцам ворота города и перешли на их сторону. Уже до начала революции 17 года процент башкир здесь был минимальный, утверждает автор. К моменту создания областей и республик РСФСР большевиками было принято решение отдать территорию горнодобывающей Башкирии Челябинской области по 2 причинам. Ну-ка, что это за причины? Во-первых, там было подавляющее русское население. Что тогда Уфу не отдали, если подавляющее русское население было? Блин, ребят, логика железная, мягко говоря, в кавычках. Так, а большевики формировали республики Башкирию тоже по национальному признаку, ну да. То есть важно было, чтобы башкиры в республике были большинством. И что? А получилось меньшинство. Ну, какой-то бред, ребят. Вы тут пытаетесь оправдать имперскую политику таким образом или что? Как-то объяснить ее? Да просто забрали богатство у Башкортостана, чтобы поменьше их было у республики. Вот и все. Разве не так? Кто-то имеет другую точку зрения? Но вот историк Салават Хамидуллин подчеркивает, что возможность передачи этих территорий Башкирии обратно даже не рассматривалась.
В момент формирования СССР больше внимания уделяли башкирским анклавам в Челябинской области. Это Аргаяшский и Яланский кантоны, которые были полностью отданы Челябинску в 1934 году на правах национального округа поначалу. А таким образом, по итогу, уже к созданию БАССР территория Челябинского выступа была населена этнически однородным русским населением, переехавшим сюда для работы на горных заводах. Башкирское население здесь стало меньшинством уже к середине XIX века, что повлияло на решение о включении этих территорий в состав Челябинской области. Во-вторых, большевики предпочли объединить горнодобывающую Башкирию со всеми металлургическими городками региона в один субъект – Челябинскую область. Решение было принято для удобства управления, несмотря на исторические связи этих земель с Башкирией. Сейчас данная территория остается слабо связанной с Башкортостаном как в культурном, так и в экономическом плане, несмотря на то, что находится внутри нее, так сказать. Вот так. Зачем-то они тут провели какой-то анализ, но то, что анализ нужен, это прекрасно. Но вот выводы, скажем так, вызывают сомнения, по крайней мере, с моей стороны. А вот Азат пишет, что куда важнее Кувандыкский коридор. Ну, тут не поспоришь, да, конечно, в исторической перспективе он важнее. Ой. Так, команда А пишет. Здравствуйте, Руслан, как здоровье, как жизнь? Здоровье плюс-минус, жизнь то же самое. Получается ли общаться и видеться с родственниками? Ждем, когда эта смута закончится. Видеться, общаться, понятно, можно удаленно, а видеться практически нет. Это да, а смута действительно закончится. Я верю в это, так или иначе. А иначе какой смысл? Какой смысл во всем, как говорится, да? Вот. Дальше. К сожалению, нового чего-то, связанного с Кыргызстау, у нас за эти сутки не произошло. И знаете, вот давайте все-таки констатировать и смотреть правде в глаза. С тех пор, как произошел последний этап массового давления на защитников Кыргызстау, с тех пор, как было заведено уголовное дело на Урала Байбулатова, в частности, активность жителей сократилась. Тут надо признать и смотреть правде в глаза. В этом смысле репрессивной системе, государству удается достичь своей цели, к большому сожалению. Я абсолютно убежден, что огромное количество людей неравнодушных, кто еще вчера, условно говоря, были готовы в случае чего собраться, физически даже прийти, приехать куда-то, на сегодняшний день взвесили за и против и поняли, что, в общем-то, силы не равны. Это версия, я не утверждаю, это версия. Может быть наоборот, может быть люди просто затаились, чтобы раньше времени на них не обращали внимания карательные органы, для того, чтобы в нужный момент все-таки встать на защиту. Хочется в это верить, но признаем, что новостей действительно стало совсем мало. Вот уже 2 или 3 эфира мы, в общем-то, ничего нового на эту тему с вами не говорим, не озвучиваем. Вот. Дальше. Мы не можем обойтись без пропаганды, точнее, без обращения внимания на то, как работает пропаганда. И вот очередной заголовок, за который я бы уволил, я не знаю, редактора и журналиста из Башинформа. Тем более, что вроде как у них есть из кого выбирать. У них опять заголовок состоит из фамилии, имени человека, которого, например, я впервые слышу. Раз я впервые слышу, то 99,99% аудитории Башинформа тоже никогда о нем не слышали. Поэтому нужно писать должность в заголовке. Читаю. Денис Секиринский назвал Башкирию лучшим регионом для ученых. Можно подумать, этот Секиринский – это какой-нибудь Дональд Трамп. Вот если бы Трамп назвал Башкирию лучшим регионом для ученых, я бы согласился с тем, что не обязательно писать в заголовке «Президент США». И это было бы, знаете ли, понятно с одной стороны, и это было бы даже где-то круто, да, признать, что Трамп назвал Башкирию лучшим регионом для ученых. А тут, извините, никто и звать никак назвал Башкирию лучшим регионом для ученых. И вы пишете о нем в заголовке без указания должности, как будто бы все обязаны знать, кто это такой. Вообще позорно, конечно. Даже вот в таких вещах нормально работать перестали. Я уже не говорю о том,
суть какая в материалах данного информационного агентства, с позволения сказать. Ну и на всякий случай, раз уж мы упомянули эту новость, я сообщу. Это, оказывается, замминистра науки и высшего образования России. Вот, он выступил перед участниками 13-го Всероссийского съезда Советов молодых ученых и студенческих научных обществ, который в эти дни в Уфе, оказывается, проходит. Значит, и тут много-много всяких красивых слов. Я особо хотел бы поблагодарить Радия Фаритовича Хабирова за то внимание, которое он уделяет развитию науки, технологий, высшего образования в республике, а также Лилию Салаватовну Гумерову, в лице которой мы видим поддержку и внимание к развитию науки и высшего образования. Да, вот так вот учительница из Учелов, по-моему, да, она или Белорецка, достигла того уровня, когда ее замминистра образования всей страны благодарит за то, что та делает якобы что-то хорошее. Я напомню, кто не знает, она у нас сенатор уже с многолетним стажем. И знаете ли, ей удавалось отличиться в словословии, да, в отправлении дифирамбов руководству тогда, когда это еще даже не было общим местом. Вспомним ее так называемую песенку или стихотворение, которую она озвучила Путину во время какой-то церемонии, по-моему, еще в 2018 году. Она тогда уже была сенатором от Башкирии, Хамитов еще ее отправил туда. И вот она там что-то там посвятила Путину о том, что он большой молодец, и нам санкции нипочем. И мы тут, значит, великая команда управленцев, которые все сделают. То есть, смотрите, тогда такого рода проявлений было не так много, а наша Лилия Салаватовна умудрилась, в общем-то, впереди паровоза, значит, проскочить. И, в общем, судя по всему, сделала все правильно для нее лично. И, знаете ли, она, будучи, наверное, проницательной, что ли, или как, ни разу не смогла, точнее, ни разу не согласилась на интервью, ведь мы ее звали во времена «Эхо Москвы» в Уфе. Все остальные, кого мы звали, депутаты Госдумы ли, сенаторы ли, так или иначе у нас были. Да, вот они с Елаловым параллельно были в Совете Федерации. Елалов ходил регулярно, с удовольствием ходил. Из Госдумы там, ну, не скажу, что мы всех звали, но кого звали, точно были. И только она ссылалась на большую занятость и, в общем, не пришла. Понимая, что вопросы могут быть в том числе и неудобные все-таки. А вот что выйдет не то. В общем, смотрите, как все у нее продумано. Наиболее неприятная, конечно, эта категория наших с вами соотечественников. Причем, посмотрите, этнически, кто эти люди. Когда наши радикальные активисты ругают во всех смертных грехах там каких-то условных русских и прочих неместных жителей, это одно. И зачастую это лишено смысла и не совсем правильно само по себе, да? Лучше всего обращать внимание вот на таких вот башкортов, с позволения сказать. Так. И еще важная, это тут важная действительно публикация в Башинформе. Она касается издания «Пруфы». Вы просто посмотрите. Казалось бы, вот, ну, все сделали, что нужно, да, то есть Рауфу Рахимову осудили. Она публично показала, что проходит отработку этих самых обязательных работ. Ну, в общем, как надо было, я не знаю, щелкнули по носу, может, они считают, что унизили даже. Казалось бы, все. Но нет. Башинформ пишет, как пруфы крышевали захват рынка в Стерлитамаке. Представляете? Значит, недавно силовики возбудили уголовное дело в отношении редактора известного на Урале издания. Его подозревают в коррупции. Я так понимаю, имеется в виду екатеринбургское издание «Ура.ру». Так ведь? В 2023 году полиция выявила сеть крупных телеграм-каналов, журналисты которых подозревались в вымогательстве денег за неразглашение компромата. Кажется, подобное дело назревает и в Башкирии. Есть факты, что оно, свободные медиа,
это учредитель пруфов, получила шестизначную сумму за серию публикаций, прикрывавших попытку вывести из состава Башпотребсоюза крупную торговую базу в Стерлитамаке. В ход шли привычные инструменты – бездоказательные обвинения, оскорбления, навешивание ярлыков. Но, как оказалось, заказчик потратился зря. Ну, начну с того, что, не вникая в суть дела, я сильно сомневаюсь, что будет какой-то заказчик в республике, или был в недавнем прошлом, который был бы готов заплатить такие существенные деньги просто за отсутствие негативных публикаций в СМИ. Вообще у нас так вопросы в республике давным-давно не решают. Значение СМИ давным-давно нивелировано. Но, как вы видите, пытаются обвинить в коррупции. Хотя не могу утверждать 100%, что ничего тут не было. Не могу, конечно же. Просто вот доверие, знаете ли, отсутствует к источнику, на который я сейчас ссылаюсь. Ну, давайте даже вникать не будем. В общем, есть вот тут... Ну, вот абзац один. 25 апреля 2022 года Пруфы публикует репортаж под громким заголовком «Не дай бог, мы его потеряем». Что грозит рынку Стерлитамака, где закупается весь город и соседние районы? Журналист Мельников пишет, как преобразилась база. Чисто, цены низкие, продавцы и покупатели счастливы. По его мнению, в этом заслуга руководства в лице Рустема Шамсиддинова, а плохой Башпотребсоюз хочет все испортить. Ну, в общем, серия целая была этих публикаций. Ой. И таким образом они делают вывод, что вот, значит, речь о коррупции, которую нужно всячески осудить. Не знаю, это все, мягко говоря, неприятно. Так, по поводу Гумеровой пишет нам Юля. С Матвиенко они хорошие подруги. Вот и сидит до сих пор в сенаторах. Ну, надо полагать, она нашла наверняка подход к Валентине Ивановне. Это вот из той породы людей, которая действительно знает, с кем найти, значит, связи, кому подойти с правильными словами, улыбочкой и дальше получить то, что считает нужным. Ну, мне кажется, вся карьера данной персоны выстроена именно благодаря этому важному ее свойству. В общем, еще некоторых людей можем назвать из тех, с кем приходилось пересекаться, кто работает именно используя вот этот принцип. Ну, я думаю, вы сами таких людей прекрасно видите в жизни, даже не на таких, может быть, высоких позициях. Они везде всегда были и есть. И этническая их принадлежность в этом смысле значения не имеет. Главное – получить тепленькое местечко. Вот так вот, дорогие друзья. Значит, буду заканчивать постепенно. Пока вот поделюсь, скажем так, ну не то чтобы новостью, нет, это не новость вовсе, тем более для башкортостанцев. В минувшую субботу я посетил первый из двух сабантуев, которые проходят здесь, в частности в Берлине. Это был сабантуй небольшой, организованный по частной инициативе для детей с веселыми конкурсами, играми. Ну, знаете ли, взрослые тоже приняли участие. Очень милое, хорошее мероприятие. Преимущественно там были выходцы из Татарстана, но и из Башкортостана тоже были. Флаги двух соседних республик я сфотографировал и опубликовал даже в, значит, запрещенном и заблокированном Инстаграме. Поэтому приходите в мой аккаунт, комментируйте тоже и подписывайтесь, кстати говоря. Это вариант для простой, быстрой связи, если вдруг хотите что-то сообщить или как-то поделиться мыслями и соображениями. Вот. Таким образом, в ближайшие выходные у нас очередной тут сабантуй, на который я тоже планирую сходить и посмотреть. Это уже что-то более такое масштабное, что-то более официальное. Не думаю, что он будет более душевным, чем тот домашний такой семейный сабантуй, но все равно интересно посмотреть и сравнить, ну а потом вам рассказать, как это все выглядит. Важно, что это все есть, так или иначе, да, то есть диаспора живет, диаспора довольно многочисленная, старается объединяться, общаться между собой, делиться информацией, опытом, решения тех или иных вопросов, и это прекрасно. Вот. Это, кстати, к разговору о том, как связь с Родиной. Вот что-то передать, что-то получить намного проще становится, когда большой круг людей, тех,
кто так или иначе родину посещают. А, знаете ли, люди, приехавшие по другим причинам, по рабочим каким-то вопросам, а таких большинство, они, знаете ли, минимум раз в год каждый посещают родину, а то и не раз в год. Вот. Что ж, 45 минут мы с вами в эфире, а новости тем временем исчерпаны, и вроде мысли тоже исчерпаны, поэтому я начинаю прощаться. Напоминаю про необходимость написать комментарий, поставить лайк, отправить донат, пока есть такая возможность, через сервис Boosty, дорогие друзья, пожалуйста, это важно. Вот. И, в общем, будем завершать. Увидимся с вами в эфире завтра. Будьте здоровы, будьте осторожны при этом. И всем пока.